В Австралии задержан ученый из Таджикистана. 30 миллионов долларов на русскую культуру в Таджикистане. Россия приглашает Узбекистан в Евразийский экономический союз. 22 декабря преподаватель Университета Западной Австралии, 52-летний таджикский ученый Абдусалом Одиназада, был арестован у себя дома в городе Перт по обвинению в пропаганде терроризма. Об этом пишет радио Азади со ссылкой на австралийские СМИ. В среду суд решил оставить ученого под арестом до 15 января 2021 года. Сообщается, что Абдусалом Одиназада обвиняется в распространении материалов экстремистского характера в интернете. Поводом для ареста Абдусалома послужил некий видеоролик, размещенный у него на странице в социальной сети в феврале этого года. Напомним, что Одиназада известен своими негативными высказываниями в адрес таджикских властей, в связи с чем ранее правительство Таджикистана неоднократно направляло в университет, где он работал, письма с обвинениями в терроризме. А в начале 2018 года власти Таджикистана сообщили, что в отношении Абдусалома Одиназада возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к насильственному изменению конституционной власти и призывы к экстремистской деятельности через интернет. موضوع اسلام دین چقدر برای من مهم و اساسی. Ранее в 2018 году в интервью радио Азади Одиназада говорил: «Много писем отправлено в Австралию о том, что я террорист, якобы салафит, а в этой стране быть салафитом не запрещено. Конечно, и здесь опасаются террористов. Знаю, что мой путь опасен и тернист. Возможно, это доставит проблемы и властям Австралии, но я точно не сверну со своего пути», — сказал тогда Абдусалом. По словам ученого, в последние годы он осознал реальность бытия и обратился к исламу. «Моей целью, — продолжил он, — была пропаганда настоящего ислама и объединение мусульман. Этого таджикские власти не хотят понять и принять. Они думают, что я поддерживаю экстремистов и что мои действия противоречат международному праву и шариату», — заявил тогда он. Школы будут возводиться здесь, на территории Таджикистана. Россия продолжает культурную экспансию в Центральную Азию, в частности в Таджикистан. Так в Таджикистане растет количество русских школ с целью пропаганды русской культуры среди подрастающего поколения. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о выделении 30 миллионов долларов на строительство и оснащение русских школ в Таджикистане. Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации. Согласно документу, Россия внесет целевой взнос в Евразийский фонд стабилизации и развития на сумму до 30 миллионов долларов, которые пойдут на строительство и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, осуществляющих пропаганды русского языка и русской культуры. Речь идет о школах в столице Таджикистана Душанбе, городах Куляб, Худжанд, Бахтар и Турсун-Заде. Из данной суммы первая часть в размере до 3 миллионов долларов должна быть выделена до конца текущего года. Вторая часть на сумму до 27 миллионов долларов будет выделена в 2021 году. Эти средства пойдут на выполнение проектных работ и аванс на выполнение строительно-монтажных работ. В Таджикистане 5 новых школ на 1200 мест каждая. Напомним, что власти Таджикистана и России в апреле 2019 года подписали соглашение сроком на 5 лет о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в 5 городах страны для внедрения русского языка и культуры. Работа с российскими коллегами для нас и большая честь, мы этим гордимся. Масштабных реформ. Россия стремится вовлечь Узбекистан в Евразийский экономический союз, ЕАЭС. На это намекнул посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев на пресс-конференции. По его словам, региональная интеграция подобного рода – это совокупность компромиссов, на которые согласны пойти участники Союза. При этом российский дипломат попытался объяснить, что вступление в Союз якобы не приведет к зависимости от России. Ни одна страна, присоединившаяся к объединению, не потеряла своей независимости, сказал он. Заодно Тюрденев раскрыл причины недавнего присвоения Узбекистана статусу страны-наблюдателя в ЕАЭС. Это возможность присмотреться и сделать свой выбор, сказал посол. Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Я надеюсь, что скоро я стану и
И сегодняшний день для нас тоже имеет большое значение. Напомним, 11 декабря Высший Евразийский экономический совет поддержал присвоение Узбекистану статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС. Rossiyaning geopolitik geopolitik imkoniyatlarini saqlab qolish va imkon boricha Отметим, что по мнению независимых политологов, ЕАЭС является не просто экономическим союзом, а преследует осуществление политической, экономической и культурной экспансии России в странах СНГ. В опубликованном в 2016 году докладе Международной кризисной группы говорится, российское руководство рассматривает ЕАЭС как механизм, призванный не допустить поглощения соседей конкурирующими региональными блоками, в частности, и восточным партнерством ЕС и потенциальными проектами, возглавляемыми Китаем. В сотрудничестве ЕС со странами бывшего СССР ему видится экспансионистское предвестие расширения НАТО, в котором, с российской точки зрения, есть угроза интересам России в области безопасности. Недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому.